В эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Угрозы населенным пунктам нет. В Якутии продолжают тушить лесные пожары. 4 месяца напряженной работы. Мирнинский врач-инфекционист вышла из красной зоны. Итоги конкурса на лучший короткометражный фильм о Балданском районе в этом выпуске. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается напряженной. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. Сейчас идет борьба с огнем рядом с 12 населенными пунктами. 6 из них уже локализованы. В Момском районе из-за сильной задымленности на протяжении нескольких дней вертолет Ми-8 с водосливным устройством не может подняться в воздух. Тем не менее, ситуация находится под контролем. Самый большой пожар рядом с поселком Хану локализован, и сейчас ведутся работы по его ликвидации. Также угрозы населенным пунктам нет и в Среднеколымском районе. В Тампонском районе сегодня главное направление работы – это село Сайды. Где мы вчера как раз на пожаре побывали, вижу, что те меры, которые приняты на месте оперативным штабом, они достаточно правильные. Так, и мы надеемся, что в ближайшее время уже угроза населенного пункта окончательно уже будет снята, и в дальнейшем уже пожар будет локализован. В целом, еще раз хочу сказать, что по 12 населенным пунктам у нас все силы группировки нашей оперативной развернуты, действуют, работают. Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии до 14 августа. Соответствующий указ подписал сегодня глава региона Айсан Николаев. Также в республике продлили режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. За минувшие сутки в Якутии выявили 60 новых случаев COVID-19. По-прежнему больше всего заболевших в столице – 40 человек. Остальные случаи в районах Якутии. В ходе брифинга по эпидситуации Айсан Николаев заявил, что рестораны и кафе в регионе возобновляют свою работу с завтрашнего дня, 1 августа. Мирнинский врач-инфекционист вышла из красной зоны. С зараженными COVID-19 Саргалана Бурнашова работала каждый день на протяжении 4 месяцев. Попасть домой и увидеться с близкими женщина смогла всего несколько дней назад. Каково это – прожить почти полгода в больничных стенах, в материале Анны Брянской. Здравствуйте. Здравствуйте, Саргалана. Такое впечатление, что я вышла из защитной капсулы. Ее смех и улыбку родные не видели 17 апреля. И не только потому, что главный инфекционист все это время пробыла в карантинной зоне. На протяжении 4 месяцев родные привыкли видеть лишь глаза. Все остальное скрывала маска. А в рабочую смену и вовсе защитный костюм. В красной зоне иначе нельзя. Нам, врачам, приходилось все равно помогать своим медсестрам, санитарам. Помимо больных, мы сами брались за капельницы. Если большой поток пациентов поступает, особенно именно санитарные рейсы с месторождений, там с Талаканского месторождения были прямо по 12 человек поступали, по 8 человек поступали. И в это время надо подготовить отделение. В разговоре Саргалана не раз упоминала, в каком сплоченном и дружном коллективе они боролись за жизни. Теперь галерея в смартфоне наполнена не фотографиями с летним отдыхом, а кадрами из ковидного госпиталя и рентгеновскими снимками заболевших. Саргалана признается, были моменты, когда руки опускались. Когда наши начали поступать, прямо по 14 человек в день. И они поступали тяжелые. Было обидно, что они, находясь в самом городе, рядом с больницей, вовремя не обращались. Можно было бы их заранее выявить, если они заранее обратились бы. А не сидеть дома и заниматься, например, самолечением. С бывшими пациентами Саргалана до сих пор в дружеских отношениях. Иногда созваниваются, переписываются. Некоторые и сегодня благодарят врачам. Выражаю вам слова благодарности за мое лечение. Большое вам спасибо. Но есть и те, кто до сих пор не верит в существование коронавирусной инфекции. Более того, люди считают, пандемию врачи воспринимают как способ заработать. То, что нам оплачивают, это таких денег не стоит, чтобы находиться на полной изоляции и
не видеться со своими родными, зная, что они вот здесь приходят, они оставляют передачку там на лестнице через стеклянную дверь. Сегодня Саргалана находится в отпуске, но проводить его на море не планирует. Ждет не дождется, когда поедет в родную деревню собирать грибы и ягоды. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Исполняющим обязанности председателя правительства Якутии назначен Андрей Тарасенко. Указ подписал глава региона Сан-Николаев. Андрей Владимирович родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. В 2017-18 годах исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского. С 2018 года Тарасенко занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Он награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Сегодня глава поставил задачу все сделать для того, чтобы человек здесь жил и трудился. То есть, начиная от рождения, от жизни его, учебы, прохождения садика, школы, вышки, если это потребуется, или профессионально-технического какого-то обучения, и до работы. Ну и, соответственно, чтобы он получил все эти блага, которые сегодня нужны для того, чтобы развивать республику, и республика была достойно выглядела. Мне всегда нравился вот у вас глава, молодец. Он меньше всех вот губернаторов говорит, он делает. На 30% выполнена кормозаготовительная кампания в Хангаласском районе. Засуха, а затем дожди внесли свои коррективы в работу хозяйств. Но несмотря на непростые погодные условия, настрой у аграриев боевой. Всего по району в уборочных работах задействованы почти 2000 человек. На поля вышли 475 тракторов. На сегодняшний день аграриями Хангаласского района скошено более 9000 гектаров, заготовлено почти 10 тысяч тонн сена. Всего же предстоит заготовить более 39 тысяч тонн кормов. На 30 июля заготовлено 11 200 тонн сена, что составляет 34% от плана. Какими темпами идет заготовка, успевает для хозяйства? Тем заготовки сена, как и в прошлых годах, если погода в прошлой неделе была без дождей, то план ЛУСа мы выполнили бы на 50%, но на сегодняшний день дожди мешают. Травостой нынче средний, но на некоторых возвышенных участках у нас низкий, но план по заготовке сена планируем выполнить на 100%, а на сенаж и силос планируем выполнить на 110-120%. Пандемия никак не повлияла на сенокосную кампанию. Трудности будут при уборке урожая зерновых и картофеля. Новое оборудование продолжает поступать в республиканский онкологический диспансер. Высокотехнологичные аппараты из Германии и США помогают тяжелым пациентам с большими опухолями. Оборудование на сумму 158 миллионов рублей поступило в Минучреждение в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Всего в диспансере уже более 40 новых аппаратов. Программа по переоснащению продолжается. Сейчас местные онкологи ожидают новый аппарат МРТ. Этот аппарат уникальный. Его на Дальнем Востоке только 2. И в нашей республике это первый и пока единственный аппарат. Иммуноферментный анализатор, называется Чароид. Мощный, огромный, это целая машина, роботизированная. За одну закладку выходит около 200 проб. А в сутки это можно сделать где-то 3 раза, соответственно, это 600 проб. Поэтапно до получения результатов это все это нет вмешательства человека, специалиста. То есть это все выходит полностью, машина это все дает. И результаты анализов мы получаем. Потом это все отображается на компьютерной программе, в компьютерной программе, и получаем ответы по нашим исследованиям. Партия «Справедливая Россия» предлагает ряд решений по борьбе с бедностью. Фракция уже несколько лет практикует научные разработки разных социальных проблем. Например, предложения по изменению системы здравоохранения были представлены правительству России, а совсем недавно проект по борьбе с бедностью был передан на рассмотрение председателю правительства страны Михаилу Мишустину. Депутат партии Федот Тумусов считает, что средства государства, направляемые на сохранение и развитие человеческого капитала, социальные службы, здравоохранения, образования,
образование, все эти деньги должны идти в семью. Необходимо сформировать социально-финансовый механизм для семьи, предусмотреть специальные банковские счета. Новый парк отдыха Булу возводят в Вилюйске на месте старого стадиона. Работы идут полным ходом. Строительство планируют завершить ко дню города в сентябре этого года. Парк станет основным местом отдыха для жителей и гостей Вилюйска. В нем появятся новые функциональные зоны: культурно-развлекательная, пешеходная, детская, активная и свободная. В Алдане подвели итоги конкурса на лучший короткометражный фильм об Алданском районе. Он прошел в рамках празднования 90-летнего юбилея района. Подробности у Руслана Павлова. От каждого по способностям, каждому по труду. Именно по такому принципу оценили участников конкурса на лучшую короткометражку, объявленную в рамках празднования 90-летия Алданского района. Конкурс на лучший короткометражный фильм завершился очень удачно. Единственное пожелание – это ко всем жителям Алданского района: смотрите эти короткие фильмы и сами принимайте участие в подобного рода конкурсах. Кто-то подошел к заданию буквально и показал Алдан за окном, именно так назывался конкурс. Кто-то приложил массу технических и творческих усилий, как вольный тандем режиссера Тюза Евгения Гузмана и телеоператора Сергея Шипачева, который боролся за пальму первенства с обществом «Селегдар» в номинации «Лучший короткометражный фильм о промышленности». Лучшей работой жюри признала репортаж «Ловцы фарта», авторы которого фактически сделали видеопособие для тех, кто решил приехать в район и примерить робу старателя на примере золотодобывающего участка артели «Прогресс». Я рожден в Алданском районе, в городе Алдан, и никогда так близко не был знаком с процессом золотодобычи, вообще с тем, как все это происходит. И, конечно, это было любопытно все узнать, и мы все это с нуля, в общем, изучали весь процесс, формировали в какие-то свои мысли. В номинации «Лучший фильм об истории Алданского района» был отмечен молодежный тандем Копылов-Анипер. При работе над своей конкурсной работой ребятам пришлось покопаться в исторических архивах. Было интересно, конечно, узнать об истории Алданского района. Я узнал гораздо больше всего, чего не знал до этого. Сдерживающим фактором в производстве короткометражек стал коронавирус и условия самоизоляции в районе, поэтому заявок и работ было мало. Подобные конкурсы будут приветствоваться, а депутаты не будут жалеть бюджетные средства на стимулирование подобных творческих начинаний населения. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.